Назрановская крепость – один из пунктов туристического маршрута «Назрань историческая». Подобных сооружений XIX века на Северном Кавказе сохранилось всего два. Это каменное сооружение многие жители республики видели не один раз. Однако не каждый знает, как много интересных исторических фактов связано с ней. Когда об удивительных событиях, происходивших здесь много лет назад, рассказывает гид-экскурсовод, на крепость начинаешь смотреть совсем другими глазами. Достаточно услышать историю о нападении войск Магомеда Хаджи. Его войска шли на Кабарду, и его войско здесь остановилось и причинило вред женщине и убили собаку. И это не стерпели назрановцы, и таким образом они их избили и прогнали. После этого, как Магомед Хаджи узнал об этом, он со своим войском, войско было очень большое, и говорится, по историческим данным говорится, что среди его войска негде было упасть шапки. Настолько большое и плотное было это войско. Для сражения длилось около 2-3 дней. В итоге Магомед Хаджи вынужден был отступить. Назрановцы не были покорены. Назрановцы защищали крепость от имама Шамиля 3 раза, и столько же враг терпел поражение. Крепость играла стратегическую роль за счет того, что была возведена на возвышенности и тем самым давала преимущество в сражениях. Врагам приходилось подниматься вверх, чтобы напасть, но назрановцы переходили в атаку, прежде чем они достигнут стен крепости. Отсюда воины хорошо видели каждый шаг неприятеля. Большинство туристов, которые сюда приезжают, они удивляются, почему ингуши, почему защитники этой крепости могли так долго сохранять веру в себя, потому что без веры в себя люди не могут так быстро, так долго защищать одну и ту же крепость несколько раз. То есть, если они на них нападут один раз, и они подумают, что крепость уже была атакована, то есть в следующий раз они могут их захватить, то есть таких ощущений у них не было. То есть они были полностью уверены в своей защите. Это старая мельница, пожалуй, самый малоизвестный и нетипичный туристический уголок. Ей почти 140 лет. По словам гида, мельница была построена 16-летним Ахмедом Мальцаговым. Физически развитый юноша соорудил самую крупную из существовавших на тот момент 33 мельниц. За сутки она перерабатывала 2 тонны зерна. За счет течения реки вниз мельница уже автоматом начинала работать. Таких физических трудов, как наших древних ингушей, чтобы тереть 2 камня между, туда засыпать зерна, такой технологии не было. Просто надо было засыпать зерна именно в эту молольню, и она уже сама делала всю остальную работу. Кроме маршрута «Назрань историческая», Комитет по туризму предлагает автобусные экскурсии по всем городам республики. Главная цель таких акций – обогащение знаний у подрастающего поколения об ингушских достопримечательностях. Экскурсии дают возможность любому желающему узнать побольше из истории образования разных уголков, культурных и природных объектов. Можно выбрать и отдельные города со своими достопримечательностями, или же полностью охватить именно равнинную часть города Ингушетии. То есть это Назрань, это Карабулак. Карабулаки — это также и археологические памятники, это могильники и курганы Тарих и 3-х тысячелетий до нашей эры есть сохранившиеся такие курганы. Тот же уже в городе Сунчи также такие же археологические памятники также присутствуют. И про них рассказывать много интересного узнать тоже будет довольно интересно. Комитет в скором времени планирует запустить новый туристический маршрут по археологическим местам Аль-Юрта, Сурхахи и окрестностей Магаса. Маршрут предполагает посещение могильников, курганов и описание интересных находок. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.